Uruy ayqal uhun tusku puspadaydı canılar. Garaba atıp sircana nereden nereden boğuktun. Arasa muhtırcıttan Allah'ın sar korattan uratı ehekilcittar doğardahan çoğar tuana kasab oldu bud. Ahın kirim gündel yalcittar. Уруй говорим, дорогим гостям из других стран. Айхал говорим людям из чужедальных государств на земле Олонхо. Норен-норгы представителям разных наций с миром в сердце, с добрыми намерениями, приехавшими в наш суровый, но благодатный край. Күрдәбіз сиргидеттен күйхот, куру күрделімбет гына көтчüе тұрдым. Айхаллабыз сиргидеттен ашуат ас басканан ағария тұрдым. Уруй! 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 Пройдите, пожалуйста. Окутайте гентерге. Это, конечно, Сама. Ологи, биги браганы кенге. Ясынан баян. Тутун биги браганы. Кака, это что ты? Ay takma. Ayaklarından. Пусть пойдет длинная зеленая трава в тех местах, по которым ваши ноги сбивали. Садись, Ulan ettiler soğuk sürüye kurdu. Olan oğlamadı ufallanan. Kama sesliler sette bir dalıp kurdu. Kır seni yergenine duran. Gündüz ırgıtlar kutuları. Soyup su ayağını görüşten bir boğulun. Korattan o senen 16 gol taktı. Durum ola böyle kapasula. Kendibit bahçe var manna kadar tikale hadiller. Dehine akallar dulu. Nangah. Soar manna ganda istihtat. Kursen diyete mağaraları.
Бәәт биләһәт конференция бүгін 100 күнә. Бүгін бәәт Министерство образования и спорта перспективы Друзья Михаил Егорович, генеральный директор физкультурно-спортивного объединения. Урок Маннахиден Дорог, но Нахарова биләһәт. Составка Цетрин Мутыгир и Тослов. Маржоре Бальде. Она уже давно, уже работает. Знакомые у вас меня. И по-русски она знает, короче, по-русски школу, надеюсь, так что можно общаться. Сама не фамилия, город Вашингтон. Ирина Дугановна Шанжаева, кандидат в наук, тоже здесь она третий раз, короче, с нами здесь контакты работает, российские она делала, короче, будущее директор она делала. Дальше Мурзин Николай Борисов, наш земляк, он живет в городе Турин, тут уверовал 50 лет тому назад. На научном языке. Попросил Абулу Михайлович. Kita nak ada kulit, ni basah. Saya nak pakai tiga ini asal Allah. Jadi, orang itu kebetulan ada. Apa ini kalau ada kirim lah, kita sama pada kita kerja. Ini dona. Kita kerja jadi. Mari kita berkomunikasi kerja kita. Ada kata. Dia Pawai Syedra. Ivan Nikolaevich Alexeyev Gornak. Nikolaevich. Dia Nikolaev. Jadi ini kita tak. Untuk ini untuk program ini untuk kita masuk kualifikasi kita dengan teman-teman relasi sama prestasi. Selain seremnya Anda tidak berganda konkurs laureata, jadi kan kini sekolah terkenal Malaysia. Jadi kini orang saya dia kapan sebagai itu. You're
tuğuktan, eğerdele gırıyağa yere betemeyde.
школе работаю школы. Приветствую вас от имени администрации своей школы. Здесь вы находитесь в селе Католиканского улица. Это где-то один из вас видный государственный деятель, один из основателей нашей республики Максим Кирович Аносов. Наша школа тоже носит его. Ну, среди образовательных учреждений наша школа является одним из базовых вот, с северной стороне улицы, среди сельских школ. Школа имеет два учебных корпуса, один учебный корпус, вот этот, новый учебный корпус и корпус начальной школы, где у нас учатся 280 учащихся в 18 классах комплектах. В школе работает 42 учителя и руководителя кружков, 25 работников обслуживающего персонала. Ну, в целом, как видите, школа у нас обычная, как все остальные школы у нас свои трудности, конечно. Это проблемы работного рыночного движения. Мы создатели ситуации в обществе. Как и во всех школах республики, в школе продолжается внедрение национальной концепции образования. На наш взгляд, основным толчком для начала внедрения этой концепции, автором которого является Верховный Львов Петрович, депутат Государственной Думы, явилось принятие суверенитета республики, изменение догматических взглядов на систему образования как единообразной для всех школ России. Если исходить из реального положения дел, то все школы, естественно, отличаются друг от друга. Во многом, начиная с местонахождения. Например, отличаются школы, находящиеся в городе, в селе, по уровню развития производственных отношений. Например, отличаются школы в крупном индустриальном центре или далекой тундре, по направлениям развития, по укладу жизни, обычаям и традициям народа, где находится эта школа. Ну и могут быть все другие разные случаи. Исходя из этого, коллектив нашей школы в этом учебном году принял решение начать эксперимент в школе под названием «Организация дифференцированной работы с участием в сельской школе». Ну, если сделать некоторое теоретическое вступление, то основой вот этого эксперимента явилась проблема всех школ. Перед всеми школами стоит такая проблема, которую мы стараемся решить. Такая. Научить детей как можно, одна из сторон, научить детей как можно большему количеству знаний, при этом не считаясь с возможностью нанесения урона их духовному миру, желая достичь как можно более качественного присвоения им знаний. Или обратное может быть, сберегая духовность детей, снизить уровень образованности в целом. Считаем, что как первое, так и второе направление в крайних своих проявлениях силы. Так. По крайней мере, существующая система советской школы придерживалась первого направления. И нам кажется, что мы понимаем плоды той системы, особенно в части нравственного общества. В нескольких словах я постараюсь показать негативное влияние обычной урочной системы на формирование части. Существующая система образования основана на обязательном выполнении всем участниками установленной государственной программы, не учитывая индивидуальных способностей и возможностей участников. Положение, естественно, стоит еще хуже в сельских школах, которые связаны с культурно-техническим уровнем развития села и существенно отличаются от положения в центральных городах. Одни и те же учебные планы не учитывают это развитие, таким образом имеются большие трудности в мотивации обучения в селе. Невозможность достижения заданного уровня образованности обуславливается еще и недостаточным материально-техническим снабжением школ, слабой обеспеченностью кадрами. В связи с имеющимся положением в экономике дело еще более усугубляется. Так, теперь рассмотрим вот итоги вот такой деятельности, такой системы, не успевающие или слабо успевающего участия. Исследователи показывают, что не успевающие и слабо успевающие участия в школе теперь уже большинство. Так, для этого учащихся постоянное отсутствие интереса к урокам, многолетние вынужденные безделье переучает учащихся к верности, к нежеланию трудиться, учащиеся не получают навыков долгого кропотливого труда.
Постоянные нотации со стороны педагогов за неуспеваемость, за плохое поведение отрицательно влияет на всех учащихся, которые становятся причиной их грубости и агрессивности. Неумение трудиться, отсутствие знаний, приниженное состояние как неуспевающего ученика приводит к снижению достоинства учащихся, к мысли, что они неполноценные люди. Вследствие слишком перспективного характера обучения учащиеся оканчивают школы неподготовленными к практической жизни. Так, теперь данная система плохо влияет и на хорошо успевающих учащихся. Создается иллюзия легкого достижения своих целей, преимущественное положение по сравнению с остальными, воспитывает чувство высокомерия и надменности. Таким образом, многие учащиеся после окончания школы не имеют определенных целей, не желают трудиться, имеют вредные привычки, многие ничего не имеют, и некоторые психически и морально бывают неустойчивы. Так. Теперь, исходя из этого, общее направление нашей экспериментальной работы условлено тем, что в современных условиях требуется качественное обновление образования, постепенный переход от обязательного и одинакового для всех обучения к обучению по выбору, основанному на способностях и возможностях участников. Так. Вот такую систему, у нас была создана вот такая система, которая вот разделяет учебный процесс на две части. Первая часть – это обязательное обучение, которое дает возможность участникам стать полноценным членом общества, соответствующее реальному уровню развития региона. Таким образом появляется мотивация обучения, а не рассчитанная на будущее. По мере развития общественного и производственного отношений этот уровень повышается. В первой части учебного дня, это у нас, как правило, 4 обязательного урока, и в неделю у нас получается 24 часа. В неделю обязательно занятий с 5 по 11 класс. Начальных классов мы такое не вводим. А вторая часть – это обучение, основанное на желании учащихся, подкрепленное итогами изучения личности с учетом мнения коллектива и родителей. Теперь, вот во второй части мы собираем все возможности школы. Во второй части обычно собираются все руководители кружков, все руководители предметных кружков, кружков по интересам, спортивных секций. Так. У нас руководители кружков, воспитатели ГПД тарифицированы по часам, как учителя, и составляется расписание на вторую половину дня. В отличие от старой системы, которая вынуждала учащихся достичь определенный уровень знаний, которые выше их возможностей или имеют другую направленность, данная система является более демократичной, сберегающей духовные детей, но в то же время предоставляющая для всех возможность достижения более высокого уровня образованности в целом и возможность направлений, выбранных самим участникам. Но это мы исходим из того, что после обеда на основе стоит 4 занятия, и каждый участник имеет право, то есть имеет выбор, если он желает учиться еще 4. Ну, это зависит от возможностей участников. Если они не могут, если не желают, то записываться на меньшее количество часов и, соответственно, таким образом развиваем. Так, ну, теоретически я вот одну схему имею, эту схему я хочу вам показывать. Вот по старой системе у нас система вот такая. Сейчас в данное время находится, мы учим. Вот, например, это количество предметов. Это 5 класс, 6 класс, 7 класс. Вот. Это объем знаний участников. В 5 классе вот смотрим, количество предметов меньше, и глубина знаний тоже меньше. В 6 классе увеличивается, количество предметов тоже увеличивается, и до 11 класса мы работаем таким образом, сейчас. В общем, я имею в виду старую систему школы. Это означает, что в 11 классе множество предметов есть с большой глубиной, и учащийся где-то, оставшийся где-то в 6 классе, он уже не может все это достичь.
И если даже с успехом занимаешься, то он не знает после окончания школы, что делать. Обычно у нас так. Здесь вот видишь, какая еще щель но это зависит от большей части. Теперь я считаю, что надо учить детей вот таким образом. Это новая схема, вторая. Вот. В 5 классе, например, должно быть больше выбора, но меньше, количество предметов больше, но меньше учителей. В каждую часть еще должен идти вот целенаправленно к своей силе. Это вот, если по этой схеме учить, то мы в конце 11 класса должны получить детей, которые знают, что делать. Ну, а в то же время школа сама должна предоставить им больше возможностей. Чем больше возможностей предоставляешь, тем лучше. Но это зависит от материального положения кадров, очень много факторов, которые теперь все труднее представлять. Да. Ну, эта схема всем понятна, да? Теперь вот, поэтому наша школа, вот, начиная с этого года, вернее, со второго полугодия, вот, перешел вот такой, примерно такой системе. Так. Здесь можно идти по двум направлениям, вот, во второй системе. Если мы уменьшили количество обязательных часов, то сохранить вот весь федеративные республиканские компоненты надо как-то сжимать обязательные количество часов. Здесь можно идти по двум направлениям. По пути количественного сокращения часов, сохранения всех учебных предметов, или по пути интеграции предметов. Ну, надо это проводить испытания по обоим направлениям, что лучше, то и принять. После разработки учебных планов с обязательным изучением предметов надо ставить учебный план предметных кружков по интересам, спортивных секций, которые правильно выбрать участники. В нашей школе это дело сделано руководителями кружков. Все руководители кружков имеют свои планы, программы. И теперь еще одна проблема состоит в том, что надо выработать принцип подбора тех предметных кружков по интересам спортивных секций, которые школа должна обязательно представить для выбора участников. Это тоже один из сложных вопросов. Обычно бывает, что мы предоставляем участникам то, что может. А могут быть те кружки, которые обязательно должна предоставить школа участникам. Кроме этого, здесь могут входить те занятия, которые учитывают особенность данной деятельности или наличие соответствующих кадров народного мастера. Таким образом, каждому школьнику предоставляется право выбора и возможность получения полноценного образования. Для составления учебного плана выборных занятий целесообразно различаться на группы по интересам, исходя из типа участия. Разносторонний тип, интеллектуал, теоретики, практики, общественники, организаторы, игровой, инженерский тип. Для более рационального использования труда учителей и воспитателей мы используем вот такой метод как объединение кружковых занятий от части 5, 6, 7, 8, 9 и отдельно 10, 11 классов. Здесь это направление работы также, конечно, требует более глубокого изучения. Организация расписания и так далее, это внешняя дифференциация. Да? Внешняя. А насчет как внутренней дифференциации? Методика проведения уроков. Да, отдельно у нас 4 урока обычные. Да? Как бы обычные школы. Но у нас там вопрос очень много проблем в том смысле, что мы должны уменьшить вот эту программу. По параметрам предметам мы замахиваемся в время. Это очень трудно. Мы и считаем, что те часы, которые мы уменьшили, мы ставим после обеда обязательно предметно. И поэтому если у участия есть желание, мы ни у кого не отбираем право дальше вот это делать. Закончить до уровня, который сейчас. Нет, это все понятно. По угодно можно там расписание, можно по угодно там вращать, там менять, и часы там добавить, и часы можно снять. Вот внутренняя дифференциация. Вот.
Да, методик уроков преобладает. Да. Внутренний приход. Недавно я был. Вот вместе были, да. Вот тоже вместе были. В этом направлении как раз. Сейчас точно как начало есть. Да? Ну, я, например, вот принимаю полностью это то, что там было по уровню дифференциации нам дали. Я где второй год работаю, это очень правильно, это как раз подходит к моей вот я вот именно организации депрессивной работы в том смысле я говорю, вот так. Для основной массы мы задали вот эти 4 первого урока. Это для основной массы задали. А потом продолжение последующее. Это именно депрессия рядом с этим. Нет, может, тут это вопрос полемичный, но самое главное это содержание урока. Ну, содержание урока должна. Например, то, что... Как мы будем учить на уроке, вот это очень много зависит в образовательном уровне. Расписание менять это внешняя форма. Это внешняя форма. В уроке у нас это как обычно мы вот все время методикой занимаемся, вот, каждый учитель как может. Именно вот такой системой каждый учитель это такого у нас. Но я хочу сказать, что желательно было бы у вас совмещение вот этого внешней дифференциации и внутренней. Тогда Да, будет совмещение. Про совмещение подумали, где мы это знаем, что это естественно родили. А если только это внешне обращать, там все это менять. А если не заниматься уроками, самое главное психологически для детей очень известного человека, Максима Кировича Амосова, это меня сразу многому обязывало. Так, и из этих 34 лет, почти 25 лет я систематически, целенаправленно работаю над экологическим воспитанием и образованием учащихся и экологическим просвещением населения, разных слоев населения. Наше население экологически мыслящее. Мы мыслим глобально, но действуем локально. Так, мы стараемся возродить наши национальные традиции примерно лет 5-6. Я изучаю или занимаюсь, можно сказать, над возрождением национальных традиций, сознания наших детей и односельчан. Наши предки, древние якуты, обладали очень высокой экологической культурой. Они постоянно зависели от природы. Вот, главным средством существования у них была охота и рыболовство, поэтому постоянно общались с природой, очень хорошо понимали природу, любили природу, оберегали, жили, в общем, в союзе, в содружестве с окружающей природой. Вот, они приписывали всем явлениям, предметам природы сверхъестественную силу и верили в существование духов. Каждый предмет, каждое животное, каждая местность имеет своих духов и честь. Вот это панно посвящается верованию наших якутов. По их представлениям мир состоит из 3 частей. Из верхнего мира, из срединного мира и нижнего мира. Верхний мир населен божествами, туда же направляются души умерших, там они по их представлению живут, так же, как и на земле. Божеств очень много, из них самым главным является Юрюм Артойон. Ну, и его образом, видимо, персонифицируется Солнце. Так, поэтому у древних якутов и у современных тоже такое почитание Солнца. Например,
юрту или избушку, или сейчас современные путы дом свой строить таким расчетом, чтобы дверь была обязательно с восточной стороны. Так, дальше Срединный мир, земля наша, это вольготная, обильная страна со всеми населяющими его животным, растительным миром. Человек является самым разумным существом в этом мире природы. Человек — это часть природы. Так, и тут нарисовано по фантазии художника 3 главных начала человека. Это горкот, который получает информацию от земли, салгын-кот получает информацию от воздуха, и некот — это продолжение фамильного рода, наследственные краски и так далее. Природа — наш общий дом, постоянно мы информируем и детей, и взрослых об экологическом состоянии и мира, и России, и республики, и своей местности. Так, экология здоровья просвещает население, как заботиться о своем здоровье силами природы, действием природы. Тут и пропагандируем и озеленение, и цветоводство, и овощеводство. В общем, все полезные советы, связанные с охраной здоровья людей по этому раствору. У нас с прошлого года работает местная видеостудия, поэтому постоянно ее передачи по местному видеоканалу, различные новости экологии, различные полезные советы по всем вопросам, которые мы считаем нужным для охраны здоровья односельчан. И вот верование якутов, тайны природы, тайны и нерассказанных наукой явлений природы очень много, тоже интересно знать. Мы всем вот лекарственные растения, травы, которые постоянно пользуются местное население. Так, вот различные средства настольные, делаются из этих растений. Вот сидит Прасковья Семеновна Яковлева, моя ученица, теперь коллега. Вот, и вот мы сейчас работаем над подготовкой публикации этой экологической азбуки. Так, ну, то, что интересует вас, пожалуйста, спрашивайте. Мне кажется, мало, меня разводит. У нас Onun Respublikaga Suriye tarafından bara bir de kurdu bilgi terabi Marokko historiyasın verdiği da garantarız. En kurişte bu seviyede en balaşkemiye bollarına Rusya onun historiyasın verdiği iti verdiği komitiga programmaga
Marwa sakayin tuna ikira gas bara. Dari klaster ga nyuca sirinan wonna marnan ayni saradian wonna aktus klaster sidi nomor saradian. Ono wontu satugar pilih sakayin tuna baru ikira tuh marbut cara kita sih untuk bidang kalah. Untuk total menjadi ada kop konsisten dengan orang sangat histori itu terjadi orang Anatoli Ignatius Gobayar kalau terkait manusia terjadi kali juga awal sedang kenyataan relasi utama perkara itu untuk Allah manusia itu bangun awal Allah terjadi ini dengan komputer deteksi untuk output deteksi koneksi Takun bu kabinet amanat itu obat sakahirin cinci bit jonnoro sağlam derniyoktan habaraptan beringten Vakrashininnikovta na onu kendiki stol kurduk atırdık aynıkları barına bildirebilir. Onda arkeologiya, etnografiya, historia bu istatistika nauka güç olan tane çizgilerimiz bu arkeologiya materyalları manipülatörü bu şiyonlaydı. Bu etnografik materyallar, onlar bu historia materyalları, bu istilaşka kini kadar gittiğinde de dişine bibliotekar, manipülatörden baksa olsa da mustum onu elbette kini kadar aktif ayat korabıtı var. Ağırlık Manollarına bir ulakan periyodlar anlatıyor sistemleri. Onlar paleolit, neolit, onlar bronzoid diye kendileri. Ondan ilk tuğlanan fotoğrafı ilin paleoziyattır diye cinler, tabi tomatlar, yetmeyenler, renkler yapılmışlar. Üstlerinden bu ikinde kıtırı. Ondan üst kollarına cevap edilip sakalar soğuktan etkitin kocalarını bunlar, kurganlar, bu tuğun omuk şerifte bu sayıskay tuğukta ruhut bu tuğuk bilgi eradı kinine aksız fokusuyla konusunda bu tarz ruhu geliyen var biliminin ulaştığını emblemeleri olan kurar. Bu restorasyondan tamamen unutulur. Bu kollarına bilgi bulduğumuz izler onun hikaye gösterdiğinde bu Anadolu Ignatius Gobayar teorisinden bu sivil İskişleriyle bildirenli teorisinin onun bazı spek olma kendisi ondan çok üstü yollarda sakanları Ülkemizde sosyal kullanımında olanlar sakalar okyanyan zamanında kanıtlarlar bu ülkeler bizden sonra ülkeler ondan bu süperis yaga dediği bu İskender Amanlıklarında Avrupa Sultanlar işte Fransız şeykeniga sakar süre çok Rusya'ya tanınan onun sivil kolları bırakılmağa yani kıskançlıklarla aslında inşaat sisteminde kullanılan sivil sosyal abronlara yani dostlar fakat ikut kol ile ibaret o ikut kollarına yani hareketler teriller barbeta onun başka bakımı sakalar değerli kullananlara onlara denekten o konuyorlar. Bir böylece sağlamasın kendine gerekli Allah'tan televizyonuna oksullar sağlamışlara olanlar klasik oksuluk öjen tasını sağlamanı gerekli istemişler. Federasyonumuz bu Ivan Yakulis Rod Karlovic Bayfalar mümkünde Genel Sekretariat Karabeynika Vasfay Kolkun alanımız olanlar bir bu Karabeynika Sekretariat ona Vasfay Kolkun Obrasta bir Vasfay'ı
дегенде. Оңамуттық, онтан тұрынан бұрлағына Анатолий Николаевич Кабеляев редактор алай оқиды мәселе шеге художник маридері туга астра ona sama dinge bu manna ini waktu sebelum itu sudah kata ada di sini betul material yang kemudian warna bu kayaknya olah internasional sebenarnya dalam sedang sama sebenarnya sebar di mana Bola ini kita pada apa yang terjadi dalam dalam polanya, mana dalam tahu juga, mana kita kalau bola itu cirit juga, nampak apa yang terjadi dalam ada sama juga diri kita Surya akhirnya juga terbolan. Учитель нашей школы, преподаватель физкультуры Владислав Ильич Петреев, на данный тренажеры, сейчас мы пойдем посмотрим, создал свою программу «Экчим», это «Сила и энергия» называется. Пожалуйста, пройдемте. Владислав Ильич, а он сейчас где? Он сейчас в отпуску. Ну, там пора, что... Они ведущие преподают физкультуру России. Тренажерный зал обычно порой тренажерный зал на город. Современный тренажерный зал Владислав Гаврилович Тохнагынан тренажерный зал Олог Туспа Туспа Омулат
барата сақалы туынан концепцияның сақалы туынан oldu. Bu doğru basılı bu barata doktor basılı. Bu tribünlerden daha. Doğru basılı olanlar kabul kalmışlar. Onu bilin. Bu milyon dinen bu vakta ateşi bu vakta görebildiğin sok. O günden bana göre diyor hava mümkün barata yok bular. Şöyle bular, benim bular. Bu valla barata niyet yok. Hani uspatiyine kırak değil ki bu barata tutulurlar. Arağın esneri yaptık bularlar. Tutulurlar. Bu komünlük. Dinen bu anlık vakta ne adı ki? Bu asla böyle sağlıkta hemen yok. Valla ilim bu arada bütçene vardı böyle Osmanlı bu bütçene. Bu kimseyi ona taksın. Bilin ana sakalı barda duak bolan sonra kamandalı da barda havalı bolan. Şöyle verenler evet. İki bir de bakmayın yeter. Ben öyle sakalı barda duak birlikte her gün duaklarına tutsak duaklara bırakmayı yere doğru tutun ekipler. Tutun ekipler de o yüzden bu akıl sağlığı işte bir neler böyle manda bu Osmanlı tarafta yer basarı bir yer tamam. Bir yerde birlikte bunu bir yere bu manda toplar adamın gitmesine bunu iyi bir yere yapmak. Bu manda
Otutunan da hani bir abisine uvan kabulünden çempiyonat eder. Koskola higa. Uvan kabulü ki bileme 1 minut daha her vakti bu haberim. Sıkıntı takıldığını haberim. Umanı bileme çok kürakta hilerin müteahhit öpüldü.
образование қатарлы бұл барға қатарлы бұл оланы біліп беріп сөйтпеді мәймаға ойы оның оланы не бұл саман қатты көреді Япония, конечно, оланы беріп тұрсын бұлағына дәйді үйіп оның соңында оланы таскыны бардың дейіне ұлдықты үйіп одан замысы Ити стена тұрачыны боланы урок бөлелі. Урок бөлелі оны ити бұл барлы боланы Биһигаан бастан ихиха көрбүттер бәлерин тикпит таңаттарын демонстрациядан көттөктү маарабы.
программабытын улаштаммыт. Деги сосис класстарга дагы социальный компонент кимдерин бит лелитебит. Он акы сосис класска бен программа орамын основной сахалы это хан көрөк. Анны bundan сосис класска